Добрый день, уважаемые абитуриенты. Приветствую вас. Меня зовут Дайнова Гузель Закуановна. Я доцент кафедры музыкального и хореографического образования. Являюсь председателем приемной комиссии по вступительному испытанию «Танец». Хочу вас немного познакомить с тем, как будет проходить наше вступительное испытание. Значит, хочу сказать, что в этом году мы набираем только очную форму обучения, поэтому этот экзамен у нас является очным. Минимальное количество баллов, которые вы можете набрать на этом испытании, 50, максимальное 100 баллов. Поэтому это, естественно, профессиональное испытание, оно длится 15 минут. Здесь мы смотрим все ваши профессиональные навыки, те, что касается того профиля, который вы выбрали. Это хореографическое образование. Здесь вы можете видеть критерии оценивания, по каким комиссия будет вас оценивать. Здесь вы видите вид экзамена, да, он будет проходить в виде 2 танцевальных этюдов. Вот. Чуть подробнее, позднее расскажем. Значит, что вам нужно внимательно запомнить и увидеть, что испытание проводится очно, которое я уже сказала. Нужно явиться вот вам за 30 минут туда, где будет происходить наше испытание, да, при себе обязательно не забывать паспорт, все необходимые принадлежности согласно программе. И на всякий случай, да, вот здесь мы пишем, что нужно иметь что-то с собой попить и, возможно, вот шоколадку. Естественно, какую-то еду в другой форме мы не приносим на экзамен. Расписание вступительных испытаний вы можете увидеть на сайте приемной комиссии. Здесь вот все видно, да. И там, на этом сайте, есть вот с правой стороны, видите, испытание 24-25. И там написано расписание вступительных испытаний бакалавриата специалитета. Естественно, вы нажимаете туда и находите свое вступительное испытание. Здесь уже мы можем видеть конкретные даты и конкретное время, когда будет проходить ваше испытание. Это уже определенные даты. Поэтому вот смотрите, наш экзамен самый первый – это танец. Будет он проходить по улице Октябрьской революции 7. Это 7-й корпус нашего университета. На первом этаже 113-я аудитория. У нас экзамен, вот смотрите, там, конечно, написано «Доступ к экзамену открыт» такой-то по такой-то, но у нас эти звездочки не стоят, наш экзамен, потому что проходит очно. Вы должны это внимательно запомнить. Кто на экзамен не явится очно, по этому предмету аттестован не будет. Значит, испытание проводится 21 июля в 10 часов утра. Если по каким-то обстоятельствам, возможно, вы заболели, что-то там с вами случилось, не дай бог, конечно, всем здоровья, есть резервный день. Это 25 июля, тоже в 10 часов утра. Те, кто подает документы уже позже, на платное, с 21, если люди будут подавать, если на бюджет не проходит, то, в принципе, до 18 августа можно еще раз подать документы. Там уже будут проходить эти испытания в августе. В этой таблице вы все можете увидеть. Значит, как следует подготовиться к сдаче вступительного испытания? Опять же, на этом же сайте приемной комиссии, когда вы выходите на бакалавриат и специалитет, да, вы там можете увидеть программа вступительных испытаний «Танец». И в этой программе вы увидите все необходимые сведения, которые вам нужны для того, чтобы подготовиться к сдаче этого экзамена. Там есть вот эта вот программа вступительных испытаний. Здесь, конечно, все подробно написано, да.
Все это, все наши испытания, они организованы, естественно, на основе стандарта высшего образования. Да? Тут есть правила для поступающих с ограниченными возможностями, если таковые будут. Тоже вы там видите. Вступительные испытания, которые проводятся, о чем неоднократно я уже напоминала, в очной форме, это просмотр 2 танцевальных этюдов. Этот просмотр на основе любой хореографической лектики. То есть, что это имеется в виду? У нас есть 3 направления ведущих, которыми мы занимаемся. Мы, конечно, на протяжении всего обучения все студенты квалифицируются по всем 3 направлениям. Занятия у всех есть и в классике, и в народном танце, и в современной хореографии, да. Но на вступительном испытании понятно, что вы должны показать лучшие свои качества. Поэтому рекомендация комиссии, значит, обязательно вы показываете ваши танцевальные этюды в той форме, в которой вы, возможно, раньше занимались, в то, что вы можете лучше всего, да, чтобы показать свои наилучшие качества. Но в то же время, если вы владеете навыками, допустим, вот вы занимались современной хореографией, да, вот, но можете показать, да, второй этюд в какой-то другой форме, да, допустим, народная или классическая, то это будет приветствоваться. Наверное, при этом у вас будут какие-то дополнительные баллы, за это вы можете получить, то есть показать свою многопрофильность в данном случае. То, что там нужно иметь паспорт, документы, вот все эти правила, опять же, еще раз внимательно на сайте комиссии прочитайте. Во время испытания, естественно, не должно быть каких-то мобильных телефонов, других средств связи. Вот, то есть здесь вы показываете практические навыки свои, да, и предусматривает именно какие-то ваши профессиональные данные, природные данные. Могут быть заданы вопросы чисто в форме коллоквиума, что-то вас могут спросить, там, где вы занимались, какие, может быть, какую-то литературу вы изучали, да, по предмету, еще что-то. То есть здесь общий ваш уровень владения какими-то знаниями в области хореографического искусства, а уже непосредственно на практике, когда вы танцуете, вы показываете владение технические, да, то есть как вы можете танцевать, ваша пластичность, эмоциональность и так далее. Дальше, что еще хочу дополнительно обратить на это ваше внимание, что музыкальные композиции, которые вы представляете, вы должны записать на флешку. Самостоятельно обеспечиваете вы себя формой, в которую вы приходите, да. Вот тут у нас прописано, что это брюки, футболка, балетные туфли, да, у девушек лосины, купальник, балетные туфли. Это обязательно, но если, значит, вы танцуете какой-то народный, возможно, танец классический, у вас имеется концертный костюм с обувью, да, для народного или классического или современного танца, то вы можете воспользоваться костюмами. Если такового не имеется, то, пожалуйста, вот то, что здесь прописано. Вся вот эта репетиционная одежда и специальная обувь. В другом случае вы не будете допущены к этому испытанию. Значит, никаких там каких-то кроссовок, еще что-то, просто джинсы или еще что-то. Это недопустимо. Значит, здесь все прописано, читайте внимательно. Опять же, для девушек должна быть аккуратная прическа, макияж, украшения не нужны никакие. Да, здесь мы смотрим на вас, на ваше владение танцем. Вот, понятно, что если это в костюме там народном каком-то, что если это какие-то манисты, они костюм предусмотрены, тут, конечно, однозначно это возможно. Значит, у девушек обязательно волосы собраны, если длинные волосы, никаких распущенных волос, это все мешает восприятию, да, мы должны видеть вас такими ухоженными и в той форме, которая должна быть. Вот так, как мы репетиционные занятия на уроках
во время обучения проводим, точно так же вы должны выглядеть на экзамене. Значит, еще раз подробнее о программе. Значит, здесь 2 разнохарактерных произведения. Неважно, да, в разных направлениях или в одном направлении. Если это 2 современных танца, да, обязательно они должны быть разнохарактерные. То есть или какое-то быстрое, или танцевальный какой-то пример, или более напевная, может быть, мелодия. То есть характеры должны разниться. Или это 2 разных народных танца. Допустим, я не знаю, вы хотите показать русский танец, башкирский танец и так далее. Здесь могут вас попросить, да, показать ваши физические данные, может быть, какую-то выворотность, да, вот тут прописано растяжку. Ну, понятно, каждому хореографу, естественно, необходимо чувство ритма, музыкальность, да. Вот. Дальше, вот то, что я до этого еще сказала, вот здесь опять же прописано, проверка знаний в области хореографии. Просто могут быть какие-то вопросы, каких вы знаете хореографов известных, да, возможно, какие вы знаете коллективы, ну и так далее. Задания на выполнение каких-то, на выявление, вернее, каких-то творческих способностей, да, тоже могут что-то вас попросить, какие-то, может быть, элементы постановочной работы, потому что здесь мы готовим не только исполнительские ваши навыки нам важны, мы готовим преподавателей, поэтому знаниями в области постановочной работы, естественно, вы тоже должны обладать. Перед этим проходит у нас консультация для абитуриентов согласно установленному расписанию. Ну, я не знаю, там, если вдруг консультации не будет, то вот эта консультация видео, которая мной записывается, я думаю, она вам ответит на все вопросы, которые у вас имеются. Про баллы я уже говорила, да, низшая 50, высшая 100, значит... Ну, вот здесь прописаны непосредственно, да, критерии оценок, что вы можете получить, какой балл, за какой уровень знаний. Да. Перечислять их не буду, здесь можно все прочитать. Здесь, ну, для примера дана литература, количество небольшое, но я думаю, вам может помочь любая литература, любые энциклопедические знания, любая литература, которую вы читали в области хореографии, ту, которую вы считаете нужным для себя прочитать. То есть не забывайте, на этом испытание для того и существует, чтобы показать все ваши знания, не только практические, не только технические ваши возможности, но и ваши возможности интеллектуальные, да, и в области знаний, теории и истории хореографического искусства. Значит, после прохождения испытания, если вы учитесь у нас, ну, если вы после школы или после колледжа, там у вас идут следующие испытания, после того, как вы пройдете все испытания, у вас будут, естественно, ваши баллы, будут показаны ваши места. То есть, если вы не пройдете на бюджетную основу, я думаю, переживать не надо, надо попробовать свои силы на платном обучении, да, то есть на платное обучение там, в принципе, главное не получить ниже минимального балла оценку, да, и в этом случае вы спокойно можете претендовать на платное обучение. Те, кто приходит на платное, после года обучения возможность имеют перевести на бюджетную основу при наличии бюджетных мест. Вот, поэтому вот такие основные требования. Здесь вы видите в конце контакты. Да? Если прям какие-то вопросы возникают непосредственно ко мне, вот тут представлен мой телефон, можно позвонить, я отвечу. Но основные, вот чисто технические моменты, когда экзамены, во сколько, что, какие требования, это все имеется на сайте. Сайт видите, bspu.ru, раздел «Абитуриент» и еще телефон приемной комиссии. Ко мне чаще всего обращаются чисто по таким практическим вопросам, которые касаются непосредственно нашего профильного экзамена. Все вопросы, которые касаются там других экзаменов, возможно, что-то там по поводу ЕГЭ, по прохождению. Эти все вопросы надо смотреть на сайте приемной комиссии.
Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что вы придете к нам. Наша специальность вас заинтересует. И желаю вам удачной сдачи экзаменов и поступления в наш вуз. Большое спасибо. До свидания.